Восток с ингушским подходом. Юнусбек Евкуров выступил с лекцией перед студентами и преподавателями Института стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова. Всегда в боевой готовности. Сегодня день ракетных войск стратегического назначения. Поздравления принимает и ветеран РВСН Висенгирей Танкиев. Властелин сердец под детским контролем. Новогодние будни Деда Мороза. Из его резиденции наш корреспондент. Это новости 24 в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Социально-экономическое развитие, миграционная политика и особенности ингушского менталитета. Этих и других тем коснулся Юнусбек Евкуров на встрече со студентами и преподавателями Института стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова. Евкуров отметил, что на протяжении более 200 лет ингушский народ верно служит многонациональной России, а также рассказал об особенностях правления ингушскими тейпами еще до вхождения в состав нашей страны. Вспоминали на встрече и нашего земляка, преподавателя МГУ Нуридина Ахриева. Среди собравшихся была его ученица Фериде Ацамба. Она вспоминала, как он обучал ее арабскому языку. Известный востоковед оставил после себя богатейший книжный фонд, значительная часть которого хранится в Национальной библиотеке Ингушетии. Коллекция Нуридина Ахриева – это целое наследие, и оно еще не было выставлено на всеобщее обозрение, так как книги должны пройти оцифровку. Но нашей съемочной группе посчастливилось взглянуть на нее первой. Подробности в сюжете Хади Адельбиевой. Преподаватель арабского языка в МГУ Нуридин Ахриев всю жизнь собирал собственную библиотеку. В его коллекции было более 8000 книг. Около 5000 бережно хранятся в Национальной библиотеке как память о выдающемся ученом-востоковеде и этнографе, сыне известного полководца дикой дивизии Габерта Ахриева. Нуридин Ахриев с отличием окончил Московский институт востоковедения. Он блестяще знал арабский, французский и английский языки. В годы Великой Отечественной Ахриев был на фронте как специалист-востоковед. В послевоенное время он вновь возвращается к преподавательской деятельности в Москве. В Высшей дипломатической школе Министерства иностранных дел ведет арабский язык. Параллельно преподает в МГУ. Более 40 лет преподавал в МГУ на филологическом, историческом факультетах. Уже этот факт говорит о многом. Эти книги Ахриев использовал в своей научной работе и преподавании. Среди них есть редчайшие издания. Эта книга «Военное состояние Отоманской империи» датируется XVIII веком. Подобных изданий в библиотеке Нуридина Ахриева немало. Он был сыном военного, воевал сам. Отечественную войну он закончил в 1945 году в чине майора. Впрочем, и на работы самого Ахриева опирались многие известные краеведы. У него было много работ, монографий. В общем-то, монографии, собственно, его не издавались. У него не было такой подготовленной монографии, но отдельные статьи, исследования, особенно в области кавказоведения, они имели место. Нуридин Ахриев был человеком огромных интеллектуальных возможностей, и это отразилось в книгах, которые он подбирал. Фонд Нуридина Ахриева у нас хранится в двух отделах. В отделе обслуживания читателей, в Национальном краеведческом отделе хранится вся история, вся литература по кавказоведению, документы, а все остальные документы поступили в отдел обслуживания читателей. Наиболее редкие документы будут все оцифрованы и представлены уже в электронном виде для наших пользователей. И хотя с 20-х годов Ахриев не жил на родине, все издания, связанные с Ингушетией, он собирал и бережно хранил. Хади Адельбиева, Сурху Кусиев, Новости 24. Они несут дежурство в постоянной боевой готовности и сегодня отмечают свой профессиональный праздник – День ракетных войск стратегического назначения. За свою более чем полувековую историю этот отдельный род войск по прямому назначению, как военная сила, ни разу не применялся. Но совместно с другими компонентами стратегических ядерных сил зримо присутствовал при решении многих военно-политических проблем. Как раз сегодня в Южный военный округ прибыл первый дивизион оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». В ракетных войсках прошли службу более 12 миллионов человек. Среди них и наш земляк Висенгирей Танкиев. Подробности в сюжете Индиры Манкиевой. Висенгирей Танкиев – ветеран ракетных войск. Он родился 22 июля 1941 года, ровно через месяц после начала Великой Отечественной войны. Когда мальчику было 3 года, его семья была депортирована в Казахстан. Благодаря рассказам матери Висенгирей Танкиев узнавал историю своего народа. В 1958 году он вернулся домой на родину и после окончания школы поступил в Грозненский педагогический университет, а уже в 1962 был призван в армию. Я пошел в военкомат
и попросил, чтобы меня направили на службу в вооруженные силы СССР. Я к этому времени уже работал до этого еще секретарем комсомольской организации школы и какой-то общественной деятельностью занимался. Может быть, поэтому, может быть, потому что я уже учился в пединституте. Но я и еще 6 ингушских ребят в октябре 1962 года были призваны впервые на службу в ракетные войска стратегического назначения. Службу Танкиев проходил в Белоруссии. Вместе с ним там были еще 6 человек из Ингушетии. Они учились в школе сержантов. Их год готовили для службы в ракетных войсках. Они часто выезжали на боевые позиции, изучали боевую технику и тактику. После окончания учебы в школе сержантов ребят разбросали по разным частям, а Танкиев остался служить в школе сержантов. Говорит, ракетчики несут дежурство в постоянной боевой готовности, выполняя поставленные перед ним ответственные задачи. Танкиев поддерживает идею президента Владимира Путина, прозвучавшую в послании к Федеральному собранию, о том, что студенты российских вузов должны получать военную специальность во время обучения. Выступая с ежегодным посланием, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, характеризуя необходимость поддержания на должном уровне нашей обороноспособности страны, в том числе подчеркнул и необходимость дальнейшего укрепления ракетных войск стратегического назначения. При этом было отмечено, что будут созданы новые ракетные комплексы, новые системы противовоздушной обороны, противокосмической обороны. В 1970 году Танкиев поступил в военно-политическую академию. Там он учился вместе с будущим героем России Сулумбеком Аскановым. Они 3 года жили в одной комнате общежития. Он также выпустил про него книгу под названием «Миг генерала Асканова». Вместе готовились к занятиям, ходили на занятия, много вместе отдыхали, приезжали вместе в отпуск, бывали различного рода в командировках. И я должен сказать, что Сулумбек Жаркулович Асканов за неполные 49 лет, ему не было 50 еще, когда он героически погиб, сумел достичь таких высот, каких не смогли достигнуть ни офицеры и ни генералы советской армии. Висенгирей Танкиев бережно хранит свои старые фотографии, ордена и грамоты. Также среди ценностей до сих пор хранятся письма матери от командира Висенгирея, где они отзываются о нем только с положительной стороны. В 1992 году Висенгирей написал рапорт и ушел из войск в звании полковника. После этого работал проректором Института экономики и правоведения, а в последние годы преподавательскую деятельность совмещает с научной. Он опубликовал более 130 научных статей, учебных пособий и книг по военной истории. Индира Манкиева, Илья Сханиев, Новости 24. В Насыркорте украли девушку с целью вступления в брак. И это после установленного в ноябре строгого запрета. Случай в жесткой форме обсудили в Совете безопасности Ингушетии. Решительность против закона. В сюжете Светланы Томовой. Молодой человек из Тайпадзангиевых украл девушку из семьи Бештоевых. Его родственники утверждают, что все было по согласию девушки, и ее родственники этого не отрицают. Но по решению, принятому в ноябре на исламской конференции, это незаконно и должно пресекаться. И девушку вернули в семью. Секретарь Совета безопасности Алихан Кузьгов заявил, что все подобные случаи будут секаться и доводиться до общественности. Данный вопрос находился и находится на контроле у главы Республики Ингушетия, на контроле правоохранительных органов и аппарата Совета безопасности. Мы будем всячески, еще раз повторюсь, помогать в реализации тех решений, которые приняли на исламской конференции. За воровство невесты семья Дзагиевых отрезана от села до тех пор, пока они не выплатят штраф – 200 тысяч рублей. Зарема Ивлоева, Светлана Томова, Зарема Бекова, Тимур Карахоев. Новости 24. В аэропорт на общественном транспорте. Ингуш-Автотранс открыл новый маршрут. Автобус ездит каждый день из Назрани до аэропорта имени Сулумбека Асканова и обратно. Подробности в сюжете Магомеда Измайлова. С момента открытия аэропорта Магаз добраться туда или наоборот уехать домой можно было только на собственной машине или на такси. Теперь же у жителей и гостей республики появился выбор. Данный маршрут будет осуществлять один рейс. В 12:00 он будет уезжать с автовокзала города Назрань и приезжать в 13:00 в аэропорт Магаз.
И в обратном направлении 14:30 с аэропорта Магаз в автовокзал Назрань по внутренней дороге. Протяженность промежуточной остановки – это Карбулак, Плиево. Многим жителям республики новый автобусный рейс должен облегчить проезд до аэропорта. Очень даже хорошо, что сделали рейс такой. А то приходилось такси нанимать или там маршрутками добираться. Простым людям добираться аэропорт, если будет автобус, это очень выгодная вещь. Каждый транспорт добавляет любое удобство, если он маршрут идет до точки цели. Потому что пересадки они время занимают. И человек может точно уже рассчитать свое время. Автобус курсирует уже 3-й день, но пока желающих воспользоваться его услугами не так много. Руководство Ингушавтотранса уверено, что в дальнейшем его услуги будут более востребованы. Магомед Измайлов, Рахман Цуров, Новости 24. 7 команд самого зрелого проекта в истории телевидения сегодня вновь порадовали своей остроумной игрой. В ДК Кажево прошел финал клуба веселых и находчивых. КВНщики не скупились на шутки. Репортаж Миланы Хашагульговой. В республиканском финале игры КВН приняли участие 7 команд школ республики, выигравших районный тур. Это БИН, Скала, Вендетта, гости из будущего, молодежь 21 века, ботаники на Титанике и Бенц. Талантливые молодые люди проявили находчивость и юмор в 2 конкурсах. Приветствие и домашнее задание. Из кинофильма «Титаник». Это мероприятие направлено на выявление талантливой молодежи, а также, чтобы наша молодежь, она немножко раскрыла себя именно в плане творчества. Также вы сегодня видите 7 команд из разных городов и районов. В любом случае дети познакомились, узнали что-то новое. Как говорят сами игроки, это игра для настроения. Веселые и находчивые ярко преподнесли свои номера, приводя присутствующих в зале в восторг. Мне нравится играть с нашей группой, с моей командой КВН. Я бы хотел еще поездить куда-нибудь на соревнования какие-нибудь. И я уже где-то 2-й год готовлюсь к этим соревнованиям. Надеюсь, мы и республиканские соревнования выиграем 1-е место. Команда КВН гордится тем, что в нашей команде, в наших выступлениях никогда не бывает плагиата. Мы выступаем с душой, и хороших актеров у нас вагон с тележкой. Выступаем здесь ради своего удовольствия. Просто нам нравится. Сколько я помню, мы выступали вот в школьных выступлениях и также выезжали сюда, в Назрань. Впрочем, для нас это полное наслаждение. Ингушский школьник смотрит телевизор. Недавно в Англии открыли новую школу, которая вмещает в себя 180 учеников. По окончании каждой недели ученику дается премия. Каждую субботу и воскресенье бесплатно бассейн и кинотеатр. Лучшие из лучших заняли призовые места. 1-е – команда «Ботаники на Титанике», 2-е – БИН и 3-я «Скала». Милана Хашигульгова, Ильяс Досхоев, Новости 24. Подготовить, достойно встретить и обезопасить. План работы сотрудников МЧС на ближайший месяц. В предновогодний период это ведомство находится в режиме полной готовности. Пока в городах устанавливают елки, активно украшают магазины и торговые центры, доблестные спасатели соревнуются в предупредительности на благо наших жителей. Особенно самых маленьких ее представителей. Проводят проверки, берут под контроль места, где будут проходить праздничные мероприятия. Репортаж Индиры Манкиевой. Новый год – это такой праздник, который ждут как маленькие, так и взрослые. В преддверии этого праздника власти республики решили позаботиться о том, чтобы этот Новый год оставил у всех самые яркие и незабываемые впечатления. Подготовка к Новому году идет полным ходом. Уже ставят елки и украшают города. В районе Центрального округа Назрани во дворе муниципального дома культуры собирают 23-метровую ель. Она станет главным украшением новогодних гуляний в Назрани. На сегодняшний день является самой высокой елкой по всей республике. Монтажная работа уже подходит к концу. Через 3 дня данные работы закончатся. Мы будем наряжать эту елку. Опять же, у нас ведутся работы по оформлению
части города, центральных улиц, торговых точек. Всем предпринимателям торговых точек и учреждений розданы предписания, чтобы каждый оформил празднично прилегающую территорию, фасады здания к Новому году. Готовится к Новому году и в столице Ингушетии. Здесь уже нарядили 2 ели. Подготовка, в принципе, идет у нас по 3 направлениям. Первое – это установка самой елки. Второе – это праздничное оформление города. То есть это подготовка и баннеров с новогодней тематикой, это растяжки, это такие световые фигуры оформления города. В преддверии праздника на прилавках рынков и магазинов новогодний ассортимент, игрушки и гирлянды. С большим нетерпением новогодние праздники ждут дети. Я жду Нового года. Хочу, чтобы наш город был красиво разукрашен разными огоньками. Хочу, чтобы на дворе стояла красивая елка, чтобы был Дед Мороз, Снегурочка, и чтобы Дед Мороз дарил нам красивые подарки. И детей, и взрослых под Новый год ждут спектакли и концерты с участием звезд ингушской эстрады. Для детей республики, а также для детей пригородного района будут показаны новогодние спектакли в постановке театра юного зрителя. Спектакли будут проходить 2 раза в день, в 10:30 и в 1:30. Наступающие праздники – горячая пора и для МЧС. Там напоминают, в каждом помещении, где будут проходить елки, должны быть выходы для эвакуации и огнетушители. Спасатели уверяют, на случай ЧП план действий у них уже отработан. Вручены предписания, где указаны обязательные требования правил пожарной безопасности при установке елки. Также нами предлагались мероприятия рекомендательного характера. На всех объектах проведены проверки, в ходе которых с персоналом всех учреждений проводился инструктаж и проводилась эвакуация людей в случае возникновения пожара. До конца январских праздников в республике будут проходить развлекательные программы, чтобы люди смогли забыть о повседневных заботах и будничной суете. Индира Манкиева, Муса Хамхоев, Новости 24. Бдительности не теряет и добрый Дедушка Мороз, работа которого в этом году началась досрочно. В своей резиденции в офисе исполкома Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия» ежедневно он прочитывает десятки писем. Малышей, написавших самые трогательные и интересные послания, добрый волшебник приглашает на личную встречу. Уже составили рейтинг самых желаемых подарков. Репортаж Мадины Албогачиевой. Среди подарков, о которых мечтают дети, первое место уверенно занимает планшет. Именно его чаще всего просят в письмах к Деду Морозу. На 2-м месте компьютер, затем телевизор. 4-й в рейтинге популярности – телефон. Куклы и игрушечные машинки уступили место высокотехнологичным игрушкам. Родителей слушаешься? Да. Молодец. А письмо писал мне? Да. И что загадывал? iPad. iPad загадывал, да? А зачем iPad нужен? Скажи дедушке. Резиденция Деда Мороза работает с 29 ноября. Сюда уже поступило более 1000 писем. Сегодня к главному Дедушке Морозу Республики Ингушетия приехали ребята из отдаленных населенных пунктов республики. А также сегодня мне было отрадно, что ко мне в гости приехали ребята из пригородного района. Они писали мне свои письма. И сегодня они могли и сами лично вручить свои письма, чтобы мне лично передать, и чтобы я мог исполнить их желания. Я сегодня принес Деду Морозу письмо. Я хочу велосипед. Я надеюсь, что он мне ее подарит. Все присланные письма сортируются по городам, районам. Затем оттуда по очереди вызывают детей. В этот раз были приглашены маленькие жители пригородного района. Я написал Деду Морозу письмо, и он позвал к себе и подарил мне подарку. Конечно, подарить каждому то, что он хочет, не получается, но все же здесь стараются порадовать ребят. Особенно тех, кто растет в семьях, испытывающих материальные трудности, и детей с ограниченными возможностями. Например, один мальчик попросил в письме тренажер для ног. Это желание обещают исполнить. Дорогие друзья, я призываю вас, чтобы вы слушали своих родителей, в школе учились хорошо, слушали своих преподавателей. И письма, которые мне в этом году поступили, конечно, мы ответим на них. И ребята, которые не успели мне написать в этом году и вели себя хорошо, слушали своих родителей, они смогут мне написать в следующем году. И если будут себя вести хорошо, я, конечно же, исполню их желания.
Все, кто отправил письмо Деду Морозу, получат сладкие подарки. Резиденция сказочного волшебника проработает до 25 декабря. Мадина Албагачиева, Ахмед Парчиев. Новости 24. Вот такие новости. С наступающим вас Новым годом и спокойной ночи.